8 часов утра. Первый рабочий день после трехдневных выходных. Это же первая серьезная проверка моста «Миллениум» после его закрытия на ремонт. Как и ожидалось, проблема начинается в этом месте, где полосы сужаются от 3 до 2. Водителям приходится притормаживать и ждать. Образуется небольшая автомобильная пробка. Самый проблемный участок есть со стороны улицы Читаева. Если раньше проехать по 1,5-километровому мосту можно было за 2-3 минуты, сегодня утром мы посчитали, потребуется от 7 до 10. Накануне автомобилисты признавались, готовы терпеть неудобства. Сегодня таких уже меньше. Ежедневно здесь проезжают порядка 50 тысяч машин. Большая проблема, каждый день оттуда езжу практически. Пробки бывают и по 10, и по 20 минут. Дорога там действительно убитая, что в ту, что в другую сторону. Прям подвеска чувствуется, что разбивается с каждым разом. Тяжело, конечно, можно ездить, нормально. Ну, естественно, осложнит. Ну, на время, наверное, как сделают, все хорошо будет. Оттуда проезжала часто, практически каждый день, и на дорогах были, да, видны прям уже углубления, которые надо было ремонтировать. Ремонт на мосту начался накануне. Теперь для водителей открыта только половина – от Вишневского до Фатых-Амирхана. По 2 полосы в каждую сторону. На другой части кипит работа. Одновременно 20 человек и 10 единиц техники. Демонтируют асфальтовое покрытие, следуют опоры. На смену бригады вышли в 7 утра. У нас 1 фреза, 2 экскаватора, щетка, водовозка и 6 самосвалов. Демонтируем асфальтобетонное покрытие. За нами экскаваторы идут демонтировать гидроизоляционный слой. Вот такие работы еще где-то 3-4 смены, наверное. Чуть дальше убирают старые отбойники. Они мешают ремонту пешеходной зоны моста. На ней тоже будет новый асфальт. Тут будет производиться ремонт дороги. Она мешает. Убираем. Потом будет новое устанавливаться. То есть вот тут тоже асфальтовое покрытие? Везде, да, это все будет все будет новое. По словам водителей, первую проверку рабочим утром мост «Миллениум» прошел. Огромных пробок, которых многие прогнозировали, не было. Если в ближайшие дни ситуация с движением на этом участке ухудшится, решать проблему возьмется автоматизированная система управления дорожным движением. Они отслеживают трафик на мосту через камеры видеонаблюдения. Как нам сегодня сообщили, готовы пересмотреть режим работы светофоров при въезде на мост Амирхана, увеличив интервал зеленого в сторону центра. На время ремонта из-под моста переедут фудтраки и парковка. Оставить машину предлагают в парке имени Горького или у Корстона. Фудтраки расположатся на набережной Казанки. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.